Они зарабатывают на несчастьях таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как малый бизнес страдает из-за отключения света. И просто народ, который устал от этого. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Малый и средний бизнес в Таджикистане обеспечивает население Таджикистана занятостью, а национальную экономику – налогами. С трудом, но обеспечивает. Энерголимит же уничтожает малый бизнес в стране не хуже неподъемных налогов, и предприниматели либо закрывают дело, либо переезжают в более благополучные страны. Из-за энергокризиса, которому вот уже 15 лет некоторые сельские местности Таджикистана постепенно становятся безлюдными. В районе Ганчи уже закрывают школы и частные образовательные центры, потому что не хватает жителей и даже самих школьников. Никто не хочет работать или жить там, где зимой нет света и тепла. Уезжает из сел и городов и малый бизнес. У меня была парикмахерская в Кулябе. Из-за отключения я переезжал то в Гисар, то в Варзоп, то в Ахдат. Были случаи, когда мне приходилось стричь или брить клиента прямо на улице во время снега. Вы представьте себе картину, когда во время стрижки вдруг отключают свет, а у вас недостриженный клиент, говорит парикмахер Ахлидин Мирзоев из Пензы. Я пытался выживать столько, сколько хватило сил, но надо было кормить семью. Воздухом сыты не будут, а еще их одевать, обувать нужно. Когда, по его словам, появилась возможность работать грузчиком на складе в Твери, он ею воспользовался, а через пару лет переехал в Пензу работать парикмахером, и на этот раз вместе с семьей. Планирую открыть свою парикмахерскую и купить дом, делится планами Ахлидин. Отключение света стало причиной закрытия бизнеса у другого предпринимателя. У меня была столовая в Ригаре, где работали десятки человек. Отключение света то связывались с какими-то авариями, то с ремонтом, то с профилактическими работами и прочим. А когда кто-то из должностных лиц приезжал в наш город, то каким-то образом о перебоях будто забывали. Если бы эти должностные лица чаще к нам заезжали, то, возможно, я остался бы на родине, говорит предприниматель, который не захотел называть свое имя. Ему не удалось продолжить бизнес и в столице за ЦУМом, где предприниматель сталкивался нередко с той же проблемой. В итоге я перенес бизнес в Россию, в Тульскую область. Тут возле моей столовой очередь из посетителей, говорит он. Такой вид бизнеса, как общепит, больше других нуждается в стабильном обеспечении электричеством. Ведь плиты, печки, миксеры, холодильники и другие работать не будут, хотя таджикские бизнесмены и через это проходили. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь действительно, чем больше уезжает людей и увозит свой бизнес, тем меньше рабочих мест в Таджикистане. Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В мое время в курортно-лечебном санатории Хаватак работали более 40 человек, а от посетителей отбоя не было. Очередь на отдых с лечебными магниевыми водами записывались за 3 месяца, говорит бывший генеральный директор санатория и его владелец. В Истаравшане Хайрулло Садыков. Но со временем начались перебои с электричеством, насосы, прокачки подземных магниевых вод для лечения не работали, коттеджи и массажные залы для отдыха оставались без света. Так мы терпели убытки год за годом. По его словам, возникла задолженность по зарплате перед сотрудниками и по налогам перед государством. Долги росли, и как итог государство вернуло санаторий в свой актив. Теперь там нет очередей из желающих отдохнуть. Работает только 20 человек и очень много проблем, говорит Садыков. Другому бизнесу пришлось закрыть дело в Шахристане. У меня был цех по заготовке металлических перил для железных ворот в Шахристане. Работало там более 15 мастеров, говорит владелец цеха Икром Кахоров. Когда нам отключали свет, вставали и станки, сварочные аппараты не работали. Тратиться на дизель-генераторы мы не стали, потому что это невыгодно, солярка стоит дорого. От безысходности мастера один за другим уволились и перебрались в разные части России, а цех пришлось закрыть. Открывая бизнес, Икром сначала привлекал мастеров из соседнего Узбекистана, которые за очень большую плату учили работников ремеслу. В итоге все его вложения, старания и бизнес пошли прахом. Предприниматель из Хатлона также планирует переехать в Россию. У меня игровой клуб в одном из районов Хатлонской области. В моей юности не было компьютерных игр и развлечений. От безделья в наше время было модно употреблять наркотики, и я был одним из таких. В этом году в октябре и ноябре отключали свет, и у меня не было дохода, одни убытки. Теперь подрабатываю охранником в одной международной организации. Подал заявку на переселение и хочу перебраться в Россию, говорит предприниматель. А как вы относитесь к тому, что из-за действий властей в Таджикистане остается все меньше людей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!